Вот так эшелонами выезжают уже опустошенные бетоносмесители. Порядка 30 кубов за сутки рабочие заливают монолит будущей школы на 704 места. На объекте задействованы сразу несколько бригад. Плотники, монолитчики и каменщики. Не мешая друг другу, они возводят долгожданный подарок для местных жителей. Монолитные работы через месяц закончатся. Дальше мы идем, в общем, кладочные работы идут. Электрики сегодня зашли, и штукатурные работы с цокольного этажа начали. Само здание – это 3 этажа, которое разделено на 5 блоков деформационными швами, что специально делается для уменьшения нагрузки при деформации здания от разного рода явлений. Школа будет оборудована всем необходимым для полноценного обучения детей. Проект включает соблюдение всех норм и стандартов, учебные кабинеты, библиотека, спортзал, пищеблок и просторная столовая. А во время досуга ребята смогут наслаждаться благоустроенной территорией в 3,5 гектара. Тут разместятся футбольное поле, волейбольные и баскетбольные площадки, а также теннисный корт. А для детей помладше предусмотрели игровые зоны. Работы по благоустройству уже начаты. Благоустройство, вертикальную планировку сделаем, все подпорные стены и ограждения сделаем, и где-то с апреля месяца уже начнем благоустройство. Зимой не стоит работать. Это 3-я по счету школа, которая строится по нацпроекту образования в селении Сурхахи. Геолокацию будущего образовательного учреждения выбрали не случайно. Путь к ближайшей школе от этой окрестности достигает 3 километров. Если кто-то мог позволить возить детей в школу, то некоторым ученикам приходится преодолевать это расстояние пешком. Я должен каждый день ехать на «Газели», с друзьями всегда должен. А тут строится новая школа, где неподалеку. Можно и пешком, можно на машине. Хотя можно и на велосипеде, если ты хочешь. Очень новая, хорошая школа. Будет удобнее ходить сюда? Ну да, гораздо. 2 шага и все. Всего в Сурхахи функционирует 3 школы на 520 мест. Педагогам приходилось работать при нагрузке более 3000 детей. Сейчас в селении возводят 2 школы на 704 и 720 мест и реконструируют начальную первую школу на 320 мест. Если учебное заведение на 720 мест планирует сдать в этом году, как и первую школу, то этот объект на 704 места сдадут только к следующему году. Таким образом обеспечат более 3000 мест для школьников, что полностью покроет дефицит. Даже шейдезала юртер кычуртс дакул деш школ цахар багатси. Алюрту кул наздание кул магаси кул. Школе бог без бо учитель би преподаватель бог пойсара. Ежедневно мында ош кычурт бог без бо уйрт бог сахарах. Хантиш молдо бир цахсос да ол шейдеш хавах бог школе. Иш кычурту ош бог без бо даже технический бог без уйрт да ош бог без бог хусу. Ежеца ишхоги учитель ош шейца бог без бо чах паратия. Строительство социально значимых объектов в Сурхахи по нацпроектам – это только один из пунктов в программе развития селения. Идрис Ажиев, Адам Гулоев, Асхаб Белакиев, Новости 24.